Я бы отметил, что продовольственный кризис в мире – вещь не новая. И вообще это входит в одну из целевых задач, вот так называемой цели устойчивого развития, утвержденной еще Генеральной Ассамблеей ООН, по-моему, в 2015 году. И это одна из главных целей – ликвидировать голод в мире. Конечно, пандемия на сегодня существенно обострила эту проблему. Последние данные, по-моему, такие. В 2021 году 76 стран затронуты впрямую продовольственным кризисом, и страдает от этого около миллиарда человек. Если говорить о России, вы абсолютно правильно подчеркнули, что мы сегодня тоже находимся в глобальном продовольственном рынке, и на нас это все влияет. И кроме пандемии тут добавляются и другие факторы, например, экстремальные климатические явления. И в том числе в 2021 году это существенно сказалось на ряде традиционных стран-экспортеров. Но все-таки Россия, на мой взгляд, существенно выгодно отличается. У нас достаточно и своего потенциала, и своего продовольствия, имея в виду прежде всего жизненно важные продукты питания. И здесь мы можем сказать, что задача продовольственной безопасности внутри страны решена. Другой вопрос, что вот эта тенденция повышения цен, вы практически перечислили все факторы, из-за чего это происходит, она, конечно, сегодня в первую очередь бьет по малоимущим гражданам. Есть наша статистика, мы считаем, что в нашей стране около 18 миллионов таких граждан. Если говорить цифры мониторинга ООН, то считается, что в Российской Федерации около 9 миллионов граждан не доедают и впрямую страдают от тех или иных проблем голода около 400 тысяч человек. Конечно, вот именно эта группа людей должна быть в фокусе внимания правительства и государственной политики. И именно здесь надо найти механизмы поддержки таких граждан. Я считаю, что это, в общем-то, в нынешних, сегодня современных уже условиях расчетов, имея в виду способности наших банков и создание социального казначейства, сделать не так сложно, чтобы эти деньги тратились именно целевым образом. И по подсчетам экспертов на это требуется в год около 50 миллиардов рублей, то есть с этого можно начинать. Если говорить еще о сегодня целевых задачах, которые правительство ставит Российской Федерации в стратегических планах социально-экономического развития, то мы все знаем, есть указ президента о национальных целях, там 5 таких важнейших направлений, разработан единый план правительства по достижению этих целей. И следует обратить внимание, и, на мой взгляд, можно порекомендовать сейчас правительству тему продовольствия тоже там отразить, потому что там агросектор связан только с развитием экспорта. Хотя прошлый год нам показал, что тема продовольствия, тема цен, тема решения задач, прежде всего, социально незащищенных граждан стала главной в деятельности правительства. Поэтому я бы там раздел, который звучит так, по-моему, сохранение населения, здоровья и благополучия граждан, добавил бы отдельный раздел, который был бы связан до 2030 года. Это полная ликвидация у нас проблемы с обеспечением продовольствия и улучшение питания в целом. Тем более это тоже впрямую связано и со здоровьем граждан, и с продолжительностью жизни. И тогда бы все федеральные министерства и ведомства понимали, что у них есть, как сейчас модно говорить, KPI и ответственность за это направление.